Современная наука указывает нам на аспекты этого блага, которое касается в этом мире прежде награды в мире ином, того, кто прощает и проявляет великодушие. Укажем лишь на 3 исследования, которые указывают на связь между прощением и великодушием и здоровьем человека. Майкл Берри в своей книге «О лечении рака» говорит: «Поистине, отсутствие способности прощать и проявлять великодушие является само по себе симптомом недуга, который отрицательно влияет на здоровье человека». Он также добавляет: «Доказано научно, что нервное напряжение, которое становится результатом отсутствия прощения и снисходительности, наносит вред пищеварительной, а также кровеносной системе организма». Отсутствие прощения и снисходительности истощает нервную систему по причине постоянного нервного напряжения и повышает степень вероятности возникновения головных болей, болей в суставах, а также головокружения, усталости и истощения. Также это ведет к появлению периодических болей в различных частях тела, а также задерживает восстановление поврежденных клеток или же приводит к неправильному их восстановлению. Кроме того, это в общем ведет к превышенным энергозатратам на восстановление и выздоровление. Те люди, которые отказываются от прощения и снисходительности, возможно, считают, что таким образом наказывают других. Однако они сами единственные, кто платит за это большую цену, за отсутствие способности на прощение, великодушие, снисходительность. Они похожи на тех, кто выпивает яд и ожидает, что он подействует на кого-то другого. Некоторые из них говорят, что не могут прощать и проявлять снисходительность, и что это не является естественной реакцией. Мы ответим: да, это не является естественной реакцией, это более возвышенная реакция. Поэтому сказал Аллах, свят Он и возвышен: «Оттолкни зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя словно близкий, любящий родственник. Но не будет это даровано никому, кроме тех, кто проявляет терпение, и не будет это даровано никому, кроме тех, кто обладает великой долей». Это намеренное самостоятельное дело, когда человек принимает решение проявить снисходительность и ответить на зло тем, что лучше, исполняя повеление Аллаха и стремясь к Его довольству. Если ты сделаешь это и приучишь себя к этому, то поистине Аллах сделает тебя благородным, смягчит твое сердце и заполнит его любовью к окружающим.